Всем доброго утра и хорошего настроения. С вами Вероника Тамтосова. И начинаем еще один замечательный предновогодний рабочий день. Что у нас? Поговорим, конечно, о моде, о погоде. Поделимся последними новостями, расскажем о том, что можно увидеть в кинотеатрах. И уже кто сходил и расскажет свое мнение о премьерах, которые посмотрели. Ну и, конечно, у нас ждет новогодние праздники, замечательная премьера в Русском драматическом театре. Сегодня у нас будет уникальная возможность поговорить с главной исполнительной роли и режиссером-постановщиком. В общем, все это и еще много всего интересного, бодрого, утреннего в нашей программе. Ну а прямо сейчас, конечно, о погоде. Итак, в центральных районах 50-48 ниже 0, в Заречной группе 53-47 морозом. В южных минус 41, минус 33, в Вилюйской группе 44-41 со знаком минус, Нижнеленских минус 45, минус 42, в западных минус 45, минус 39 градусов. Колыма, Интегирской группе Улусов 47-35 градусов мороза, в Янских 45-28 ниже 0. На северо-западе минус 40, минус 29. Но в целом по республике как будто чуть-чуть потеплело. В столице температура в 6 часов утра 47 градусов ниже 0, атмосферное давление 768 метров ртутного столба. Сегодня днем в Якутске облачно, без осадков, ветра не будет, температура минус 48, минус 47 градусов. Ну вот так прогнозируем, что у нас управление образования уже написало, что с 1 по 5 класс актированный день. Ну хотя... даже с 1 по 8 мне подсказывают актированный день. Имейте в виду, смотрите внимательно, что детки сегодня учатся дистанционно, ну а кто-то уже отправляется на елки, если их не отменили. Будьте внимательны, смотрите информацию, достаточно прохладно для малышей. Ну а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Приятная статистика для получателей пенсии. Ее средний размер вырос на 20% за 2 последних года и составил 23 534 рубля. Работающие пенсионеры получают 21 399, а неработающие – 24 тысячи рублей. Напомню, что в 2023 году, по данным Социального фонда, средний размер пенсии в России составлял 19 625 рублей. Таким образом, за 2 года сумма увеличилась практически на 4 тысячи. В настоящее время в стране насчитывается более 40,5 миллионов пенсионеров, состоящих на учете в системе соцфонда. Почти 17 тысяч мигрантов воспользовались услугами Центра социальной и культурной адаптации в Якутии. Работа организации стартовала в этом году. Главная задача ее специалистов – не только помочь иностранцам освоить правовые аспекты пребывания в РФ, но и познакомиться с местной культурой, обычаями и традициями. Кроме того, в Центре обучают русскому языку, в том числе и детей. В этом году образовательный курс прошли 50 ребят разного возраста. Из них 40% сдали тест на знание русского языка. Как отмечают специалисты Центра, к ним также обращаются и за психологической поддержкой. Нередко иностранцам необходима консультация по разным жизненным ситуациям. Это пилотный проект Федерального агентства по делам национальности России. И был создан 5 субъектов Российской Федерации. Это такие, как Татарстан, Кемерово, Челябинск, Якутия и Хабаровск. Мы будем социализировать иностранных граждан, которые въезжают в нашу страну, чтобы не было анклавизации диаспоральных структур, национальных объединений, чтобы они хорошо влились в наше общество. Якутский государственный музей имени Емельяна Ярославского завершил проект «Не померкнут эти дни». В его рамках был проведен ряд выставок, повествующих о страшных днях Великой Отечественной войны. Основой стали медали, личные вещи солдат, фронтовые письма и, конечно же, пронзительные истории участников тех лет. В честь закрытия проекта Якутский государственный музей отметил людей, внесших вклад в создание выставок. Кроме того, сотрудники поделились планами на будущий год, который объявлен Годом единства народов России и Годом культуры в Якутии. Это не просто череда выставок. Выставок было около 20, и 3 виртуальные выставки. Это стало действительно значимым событием, историко-культурным событием в республике, потому что нас посетило больше 150 тысяч человек. Это были не просто выставки, это были музейные лекции, музейные встречи, встречи с потомками, встречи с участниками этих событий.
В этом году россияне стали тратить больше денег на досуг. В среднем продажи билетов на культурные мероприятия выросли более чем на 20%. По данным Яндекс.Афиши, дороже всего пользователям обошлись мюзиклы, где средний чек за один билет составил 3500 рублей. На втором месте концерты, на третьем – цирковые представления. Чуть дешевле обошлись билеты на театральные постановки и стендап, в среднем в 2300. При этом самая низкая стоимость билета была у сегмента кино – 509 рублей. Участники рынка связывают динамику с возвращением иностранных артистов, а также с ростом интереса у аудитории к культурному досугу в целом. Ну а чтобы проснуться по-настоящему, зарядиться бодростью и хорошим настроением, на весь день нужно всего 5 минут и правильный настрой. Встречаем нашу самую бодрую рубрику «Утренняя зарядка». А показывать ее сегодня будут дети. Кто знает еще лучше толк в энергии? Повторяем за ними вместе. Доброе утро! Сейчас мы с вами сделаем утреннюю зарядку. И раз, два, три, 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 раз, два, три. Из стороны в сторону. И раз, два, три, 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 раз, два, три. Перекаты с пятки на носок. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. 2, 3, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Подъемы и спуски. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Ножки по ширине плеч, ручки ставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Опускаем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Теперь медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте ручки поставим в коробочку под 90 градусов и станцуем движение маленький правый квадрат. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Левый маленький квадрат. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Закончили. Всем пока. Пока-пока-пока. Ну, такие у нас замечательные детки. Повторять было несложно. Вальс вообще замечательная разминка. Ну, мы зарядились энергией и отличным настроением, а когда внутри бодрость и позитив, хочется, чтобы и внешний образ был таким же сияющим и собранным. И тут на помощь приходят детали, которые творят чудеса. Сразу после зарядки для тела, зарядка для стиля. Переходим к нашей рубрике про моду, где стилист Дарья Габышева покажет, какие аксессуары способны за секунду дополнить и преобразить ваш образ. Если вы не готовы приобретать новый наряд, то просто попробуйте освежить свой сет аксессуаров. Я бы рекомендовала вот такой многоярусный вариант с жемчугом. Он идеально подойдет под любые белые блузы в сочетании с любыми воздушными тканями, материалами и отлично подчеркнет градус праздничности, потому что одна жемчужная нить
для праздника мало. Пробуйте как можно больше. И в том случае простое украшение сделает ваш образ максимально праздничным. Это очень смешная штука, я не примерю. Но как шапочка плавательная, да, выглядит? Но если вот так-то неплохо как будто. Видите, экспериментировать приходится прямо на ходу. Смотрите, здесь у нас шапка-чалма. Пробуем и экспериментируем. Это материал атлас. Я бы рекомендовала его сочетать, может быть, с какими-то более лаконичными белевыми платьями. Подчеркнуть это все объемными сережками. И в том случае такая чалма также подчеркнет градус праздничности. Также вы можете на нее, поскольку это ткань, добавить, может быть, какую-то красивую брошь, которая олицетворяет ваше состояние, да? Ну и, конечно, немножко загадочности. И еще один вариант, такая вот интересная сумка. Кстати, подобного рода пайетки, объемные пайетки, это сейчас один из трендов, это такие юбки с большими пайетками, платья. И здесь у нас такая с вами серебряная сумочка, которую мы носим с вами через плечо в этом сезоне. Ровно туда, кажется, заходит телефон, карточка и все, что нужно. Смотрите, даже самый простой черный аутфит с такой сумкой становится ярким и интересным, его хочется разглядывать. А на сумке очень хорошая цепочка, достаточно плотная, не цепляющаяся и создает зрительно-разделительную полосу на черной одежде. То есть если вы выберете такую сумку, то будьте уверены, что именно она создаст дополнительные вертикальные линии, которые зрительно вытянут ваш силуэт. Да, отличные советы. Я думаю, что так преобразить на корпоративные праздники или просто для того, чтобы сделать культурный выход в новогодние каникулы, будет отличным. Стильные аксессуары помогают нам выразить себя снаружи, но не менее важно украшать себя изнутри любопытством и новыми знаниями. Тем более, что вопросы в окружающем мире порой удивляют больше, чем модные тренды. Например, правда ли, что в пустыне холоднее, чем у нас зимой? Чтобы разобраться в таких загадках природы, переходим к нашей умной рубрике «Спроси учителя». А вы знали, что нашу Землю можно обойти пешком? Если идти 8 часов каждый день со скоростью 5 км в час, то кругосветка займет всего-то 3 года. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы отправимся вместе с вами в увлекательное путешествие. А в этом нам поможет наш специальный гость, учитель географии и первый заместитель министра образования и науки Михаил Юрьевич Присяжный. Михаил Юрьевич, внимание на наш первый вопрос. Здравствуйте, слушаем. Здравствуйте, я Сивцев Илья, ученик 11 Б класса 31 школы города Якутска. Скажите, пожалуйста, правда ли, что в пустыне ночью холоднее, чем у нас зимой? Да, это правда. Климат пустынных районов Земли, нашей планеты Земля, он таков, что днем жарко, ночью очень холодно. Здесь несколько причин. Воздух достаточно иссушенный в данных климатических районах, влажности практически нет. Вторая причина – нет растительности. Соответственно, растительность тоже, она не может это принимать тепло и не может его сохранять. Дальше, из-за того, что нет влажности, влаги недостаточно поступает от растительности, практически отсутствуют естественные водоемы, испаряемости мало, практически не образуются облака. Ну и, конечно же, песок. Тоже свойство песка. Песок практически беспочвенного покрова. Песок, он очень хорошо, быстро нагревается, но и как только солнце у нас уходит, появляется тень, также очень быстро отдает свое тепло. Михаил Юрьевич, внимание на второй вопрос. Здравствуйте, я Степанов Владимир, ученик 6 Б класса Нербинского технического лицея имени Александра Николаевича Тверского, Нербинского района. Скажите, пожалуйста, когда в прогнозе погоды пишут -20, а по ощущениям -30, по чьим это ощущениям? Кто решает, как оно ощущается на самом деле? Есть несколько факторов, которые действительно влияют на наши ощущения относительно погодных условий. Это и температура, это и влажность воздуха, о которой мы говорили, это и сила ветра, да, и это вот атмосферное давление, атмосферная радиация. Все, что касается изучения климата, то есть многолетнего режима погоды в той или иной местности, все, что касается изучения погоды, то есть конкретного состояния в нижних слоях атмосферы в тот или иной момент,
то, чем занимается метеорология. И даже то, что касается, например, изучения гидросферы, науки гидрологии, там очень много применяется математических моделей. Вот то, о чем спрашивает Володя, это как раз математическое моделирование. И есть даже такой термин, который называется жесткость климата, комфорт климата. Соответственно, эти показатели заносятся и оценивается, каким образом они переносятся населением. Михаил Юрьевич, завершающий третий вопрос. Ждем с нетерпением. Здравствуйте, я Слепцов Богдан, ученик 8 класса, 2-я Можайгарская СОЖ имени Матрены Егоровны Васильевой, Хангалского улуса. Скажите, пожалуйста, почему люди говорят, что в Санкт-Петербурге зимой холоднее, чем в Якутии, хотя у нас температура гораздо ниже? Как так получается? Действительно, ощущение температуры, когда сравнивать, да, Санкт-Петербург и Якутск, как-то так и сложилось исторически, это влажность и сила ветра. Но если мы с вами посмотрим на влажность, влажность у нас откуда берется? Это испарение. Что происходит в настоящую зиму, зимний период? Водоемы покрыты льдом, влажности практически нет. Другое дело сила ветра. Ветер серьезным образом сказывается, потому что он забирает у нас тепло, пробирается под нашу одежду. Нужно еще внимательно посмотреть и на сезоны. Все-таки то, что в Санкт-Петербурге, может быть, кажется зимой, часто это просто удлиненная осень. А в Якутске и в Якутии в целом настоящая зима, и продолжается это в течение больше, чем полугода. Одно дело вытерпеть эти условия в течение полугода и выжить в постоянно обитаемом месте. И другое дело перетерпеть короткий период, который может показаться, конечно же, более теплым. Михаил Юрьевич, благодарим вас за ваши ценные и понятные объяснения. И вам большое спасибо. Ну а вам, ребята, я желаю не терять любознательность, смело задавайте вопросы не только по географии, по другим предметам. Ну и от себя скажу, учитесь мыслить пространственно. Спроси учителя и запускай цепную реакцию знаний. Ну, а прямо сейчас запустим реакцию знаний в плане о том, чем знаменателен у нас сегодняшний день. Итак, наша рубрика «Даты и события». На календаре 25 декабря. Сегодня отмечают Рождество по новоюлианскому календарю. По народному календарю Спиридон – солнцеворот. На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром. Если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным. В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защищала его от нечистой силы. Этот день в истории. В 1759 году физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть. В 1896 в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии «Аванти». В 1926 наследный принц Хирохита стал императором Японии. В 1979 началась война в Афганистане. В 1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР. В этот день родились Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле». Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон». Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик, сценарист. Энни Леннокс, шотландская певица, автор песен, лауреат премии «Оскар». Константин Кинчев, советский и российский рок-музыкант, автор песен, лидер группы «Алиса». Именины отмечает Александр. Вот интересно, что происходит, когда отчаяние, талант и жажда жизни сталкиваются в одном моменте? Два актера, чья карьера ни в какую не хочет идти в гору, получают информацию, которая меняет все. Они решаются на грандиозную авантюру, где их сцена – это целая жизнь. Премьера комедийного спектакля «Примадонны» по легендарной пьесе Кена Людвига состоится в Русском театре имени Александра Сергеевича Пушкина уже 2 января и будет идти все новогодние праздники. А пока о том, как поставить эту безумную комедию и прожить ее на сцене, поговорим с Андреем Габышевым, главным режиссером Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина и режиссером-постановщиком спектакля «Элик», и Александром Сердюковым, исполнителем одной из главных ролей. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, всегда волнительно приглашать актеров перед премьерой. И, конечно, режиссеров тем более, потому что рассказывать все секреты не могут, а очень вокруг ходить сложно. Итак,
Скажите, сюжет пьесы немного напоминает легендарный фильм с Мерлин Монро «В джазе только девушки». Будет ли это как-то перекликаться? Ну, на самом деле в мировой литературе всего 12 сюжетов, а остальное все вариации. Так что все, что угодно можно сравнивать и находить какие-то параллели. У нас все-таки в любом случае оригинальный сюжет, хоть там есть история с переодеванием, тоже два мужчины, вот, но сюжет чуть-чуть изменен. Вот так я думаю, что от этого он не станет скучным, да, он будет наоборот веселым, интересным и порадует нашего зрителя. Что вы ставили целью донести до зрителя в первую очередь из литературного произведения? Наша цель в первую очередь, конечно, чтобы поднять настроение людям новогоднее, да, сделать. Во-вторых, мы хотим все-таки рассказать о людях, о их человеческих чувствах. Опять же, два актера, главных персонажей. Вот, один из них авантюристы, хотят отправляться в авантюру ради денег, а в итоге влюбляются и меняются к лучшему. Ну, Александру вообще везет на такие позитивные чаще всего роли. Ах, да? Я решил низким голосом разговаривать с Андреем Григорьевичем. Ну, скажите, вы играете Джека, одного из главных героев. Как бы вы описали своего персонажа? По просьбе глубоко уважаемого Андрея Григорьевича, главного режиссера Русского драматического театра, мой герой обаятельный, ну, по крайней мере, он думает так, что он обаятельный. Это мальчик романтичных взглядов, очень робкий, очень впечатлительный, очень тонкий, ранимый. Ну, в общем, что обычно я и играю. Ничего нового. Да шучу. Ну, в общем, типичный романтик тех годов. Американский мужчина, жаждущий денег, любви и ласки. Так очень скромно сказал. Да. Главный герой. Это сказал Александр Сердюков, а не Джек. Так, вся пьеса — это в какой-то степени спектакль в спектакле. Это уже сложно, да? Получается, что и спектакль идет, и в спектакле идет спектакль, потому что главные герои переодеваются. Насколько вот это сложно было отразить? Там даже тройной спектакль, потому что они еще во время спектакля репетируют Шекспира. На самом деле ничего сложного в этом плане. Это наоборот определенная заложенность, да, игры, условия, которые позволяют как раз накручивать какие-то актерские моменты. Это больше как раз актерская история, и мне кажется, Александру в этом плане интересно, когда он может три образа воплощать, реализовывать на сценической площадке в данном спектакле. Итак, расскажите о перевоплощении. Но всегда, мне кажется, женщину играть сложно достаточно. Ну, на взгляд, даже по фильмам, там, по постановкам. Насколько это было сложно вам? Это сложно, несомненно, потому что хочется прежде всего сыграть женщину не как принято, знаете, ну что-то намазал губы, одел каблуки и что-то там изображаешь. Хочется понять женщину изнутри, сыграть ее по-настоящему, почувствовать, что чувствует женщина, что хочет женщина, почему она такая. Но это всегда огромная актерская удача сыграть женщину, потому что для актера прийти в одном состоянии, уйти в другом состоянии, это как бы, ну, основа и канон. Вот, и поэтому в этом плане это очень и очень интересно. В 1000 раз, вот если сравнивать, где тяжело, а где интересно, вот тяжело вот настолько, а интересно вот настолько. Поэтому... Что брали за основу? Ну, просто есть много произведений, где мужчины переодеваются в женщин. Ничего не брал за основу, ничего. Только собственные наблюдения за красивыми дамами, за их походками, повадками. Вообще профессия артиста, она подразумевает наблюдательность огромную. Вот. Плюс талант. Где-то там пародии, где-то чего-то. И все это в совокупности, я надеюсь, даст хороший результат. И сразу так сыграли. Перевоплотить. Как удается вообще вот соединить, получается, что вы ходите на сцену в одном образе, переодеваетесь на сцене в другой образ, и потом в этом образе еще играете третью роль? А вот чтобы это понять, нужно закончить театральный институт и лет 10 в театре поработать. И примерно вот где-то после вот этого момента, 10-12 лет работы в театре, вы поймете, как это и что это. Это невозможно объяснить. Я не педагог. Но внутреннее ощущение как? Очень хороший, так приятно. Так приятненько. Очень содержательно. Ну, я тоже так думаю.
Насколько вообще важны вот в данном спектакле декорации? Потому что столько актерской игры, то есть даже сложно представить, что будет у нас на фоне и что будет рассказывать визуальный ряд. Нам хочется перенестись просто из заснеженного Якутска в солнечную Америку 60-х, заполнить зеленью все это пространство сцены, чтобы максимально попытались отойти от бытовой, да, истории, от интерьера. Ну, конечно, это тоже будет, но постарались основное действие перенести в летний сад, чтобы, так сказать, наполнить яркими красками. Причем декорация будет меняться, то есть такие трансформеры будут станки, то есть мы то в одном месте, то в другом видоизменяться постоянно будет. Ну, сцена достаточно стала динамичная, да, у Русского драматического театра, что не может не радовать зрителей, да, то есть все время мы получаем огромное удовольствие. С динамичными актерами приходится только так работать. Да, работать. И вот сейчас идут репетиции. Насколько слаженно удается, ну, как бы сработаться команде. И команда достаточно у нас хорошо сработанная в Русском драматическом театре, молодые актеры тоже. Вот есть ли какие-то моменты, которые перенесли из репетиций в спектакль? Бывает, что что-то пошутили, что-то сыграли, отходя от сценария, и это вжилось. На самом деле Евгений Кузьмин и Александр, да, они достаточно такие интересные актеры, которые не сидят, не ждут от режиссера с протянутой рукой, когда за них режиссер все придумывает. Они много приносят именно сами каких-то вот этих, как Саша говорит, наблюдений. То, что они предлагали, что-то подсмотрели, что-то придумали смешное. Там только успеваешь от этого отказываться. Так, хватит, ребята. Давайте чуть это поменьше наигрывайте. Потому что они актеры с большим стажем, с большим опытом, и им самим нравится эта работа. То есть с такими актерами легко работать, легко и быстро. У нас на самом деле достаточно ограниченное количество времени, чтобы реализовать этот спектакль, но мы очень хорошо справляемся с этим. По крайней мере, мне так кажется. Ну, вы уже все рассказали, как вы интересно проводите репетиции. А для вас что было самым вот таким ярким моментом в репетициях сейчас к спектаклю? Аванс пришел во время одной из репетиций. Было приятно получить. И сразу работа по-другому пошла, потому что аванс достаточно большой пришел. На самом деле... Мне очень понравилось, что, ну, конечно, не без трудностей, не без тяжести все это порой идет, но все ребята заинтересованы, глаза горят, все слаженно, никто не хныкает, не плачет, ой, как мало времени. Все хотят прийти к хорошему результату и, конечно, несомненно, порадовать зрителя. То есть каждая репетиция, она приносит что-то новое. И в процессе репетиции постоянно вот то, о чем вы говорите, да, рождаются ли какие-то вот нюансы, когда ты отходишь немножко от текста, от задачи режиссера, рождаются постоянно многие вещи. Не все закрепляется, но 10-15% оно вот остается. Андрей Григорьевич говорит, вот это вот оставьте. Это как, вот, насколько легко повторить потом? То, что, вот это задача режиссера, который говорит, Саш, ты же здесь это делал, да, а я и забыл уже. Вот для этого и нужен режиссер, который контролирует весь процесс и, собственно говоря, регулирует все вот эти творческие потоки на сцене. Ну, потому что один раз сыграть, вот, это возможно. Нет, всегда есть четко заданный режиссерский рисунок. Это уже, ну, этому обучают в институте, да, и поэтому не забудешь. Жалко, что у нас так мало времени. Я бы вас еще помучила. Ну, и давайте быстренько о том, когда мы увидим премьеру. Премьеру мы увидим 2 января в 18:00 на сцене Русского театра. Приходите. Это 2 января премьера, и будет спектакль идти до 9 где-то. По времени шикарно. Я думал, все новогодние праздники. Все новогодние праздники, потом все. То есть только в новогодние праздники. Но потом в репертуар вливает, да, и раз в месяц. Мало ли, вдруг кто-то новогодние праздники уехал. Спасибо большое. Спасибо. Были очень рады вас видеть. До новых встреч. Конечно, увидим вас на сцене в новом образе. До свидания. Приходите. Ну, а мы заглянем в наш новогодний календарь. Уже 25-е окошко нас ждет, новый праздничный опрос, что обязательно создает новогоднее настроение. Конечно же, любимые фильмы, которые мы пересматриваем из года в год вместе с семьей. Мы решили узнать у жителей нашего города, какая же кинолента для них главный символ праздника. Ответы были предсказуемыми и теплыми. Кто-то не мыслит новогоднего праздника без Кевина из «Один дома», кто-то отправляется в волшебный Хогвартс вместе с Гарри Поттером, а для многих традиция — это добрая советская классика. А вот что именно они назвали, увидим прямо сейчас.
Главный новогодний фильм. Гарри Поттер, конечно же. Я каждый Новый год смотрю полностью Гарри Поттера. Ага. Я забыл название. Там, где Джим Керри. Джим Керри? Да. Маска? Нет. У Джима Керри много фильмов. Не, мультфильм. Новогодние. Луни Тюнс? Какие Луни Тюнсы? Новогодняя история, что ли? Я не помню даже. Какой? Гарри Поттер. Так и не вспомню. Ну, про мальчика, которого забыли, наверное. Да. Канеты «Один дома». «Один дома»? «Один дома». Один дома. Сидя на диване, смотря «Один дома». На репите. Паста, это классик. «Один дома», Гарри Поттер и операции. Операции. Да. О, нет, с легким паром. Ирония судьбы или с легким паром? Новый год или с легким паром, да? Ну, вообще много. Ну, пожалуй, вот эти вот Эльдара Рязанова, все фильмы, которые мы обычно смотрим на Новый год. Ирония судьбы или с легким паром? Фильм «Ирония судьбы». Ой, как там было? «Приключения Шурика», потому что всегда с семьей смотрели. Кескель. Ой, не знаю. Гринч. Как Гринч похитил Рождество. Гринч, думаю. Гринч, наверное. «Холодное сердце», мультик диснеевский. «Елки». Новогодний фильм. «Сад изящных слов». Классика – это бессмертно и вечно. Но и на новинки стоит взглянуть. Что покажут в кино на этих праздниках? Все самые интересные примеры в нашей следующей подборке. Это все, что есть чистого в этом мире. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. И сжег наш лес. Мой народ молил о помощи. Но Эйва осталась глуха. Третью часть франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар. Пламя и пепел». Прямое продолжение «Пути воды» 2022 года. Действие разворачивает на планете Пандора, преимущественно на ее прибрежной части, пострадавшей от первого мощного нашествия землян-колонизаторов. Лесные и водные народы Нави объединяются, чтобы противостоять людям. Однако судьбы нынешних врагов плотно переплетены, а угрозы приходят не только из космоса, но и от ближайших сородичей, других доселе невиданных племен и кланов. Главный герой на данный момент самой длинной и масштабной главы «Аватара» Джейк, бывший морпех, который, сросшись со своим аватаром, обзавелся на Пандоре семьей и возглавил один из кланов. И теперь защищает родню от любой внешней угрозы. Аватар. Пламя и пепел. А с 1 января на российские экраны вернется «Буратино». Новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Фильм расскажет историю происхождения знаменитого героя. По сюжету к папе Карло попадает исполняющий желание волшебный ключ. Мастер очень хочет сына, и из полена появляется деревянный мальчик. Постепенно он понимает, что не похож на других, и отправляется в путешествие, чтобы доказать отцу, что он хороший и настоящий сын. Роль Буратино исполнила юная звезда новых папиных дочек Виталия Корниенко. Буратино. В кино с 1 января. Откройте! Это почтальон Печкин. Я вам трейлер Простоквашино принес.
Еще одно возвращение классики – фильм «Простоквашино» от режиссера Сарика Андреасяна. Картина расскажет знакомую с детства историю о дяде Федоре, родители которого не захотели брать в квартиру домашних животных. Потому с котом Матроскиным и псом Шариком дядя Федор отправляется в деревню Простоквашино. Роль почтальона Печкина исполнил Иван Охлобыстин, матери дяди Федора Лиза Моряк, его отца Павел Прилучный. Самого дядю Федора сыграл юный актер Роман Панков. Это почему вы разговариваете? Это их профессор Семин научил. Не положено? Вам случайно не приплачивают за вредность? Желаем вам приятного просмотра и отличных выходных. Простоквашино. А мы переносимся в Ленск. В Ленске в преддверии Нового года проходят ярмарки рукодельниц, на которых представлено изобилие эксклюзивных изделий ручной работы. Ленчане с удовольствием посещают мероприятия, приобретают продукцию для себя и, конечно, на подарки родным и близким. Давайте посмотрим. Спасибо за покупку, с наступающим вас. Расписные елочные украшения и миниатюрные глиняные герои, изящная бижутерия, вязаные игрушки, фигурки из мыла, аксессуары для волос. Эти и другие экспонаты выставки восхищали своей оригинальностью и качеством исполнения. Участница выставки Татьяна Батышева представила работы своего супруга – часы из дерева. Часы, подставочки с елочкой, такие оригинальные. Рукоделие, подушки, вязаные вещи, очень интересные, единичные. Футляры для очков, для телефонов, тоже новогодние такие. Полотенца, гномы, это лен и вышивка ручной работы. Петельная вышивка, очень такая непростая, сложная, но в то же время радует и детей. Новогодние подушки, изготовленные сестрой Татьяны, сразу же нашли своих покупателей. Подушечки новогодние для своих девочек. 2 штучки красивые, с мишкой и с гномом. Я взяла для девочек снежинки, резиночки и заколочки для новогоднего утренника. Можно эксклюзивные подарки приобрести для своих родственников, детей, там, друзьям, подружкам можно подарить. Разбегались глаза от богатого ассортимента новогодних пряников, тортов, которые выглядели как настоящие произведения искусства. На каждом авторы изобразили элементы предстоящих зимних праздников. Атмосферу волшебства на своем прилавке создала и Ирина Васильева. На небольшой искусственной елочке представлено множество новогодних шариков из бисера. Они необычные и очень красивые. Я занимаюсь вязанием крючком из бисера. Вяжу сережки, брошки, браслеты, елочные игрушки. Внутри шарики из пенопласта. Сначала бисер набирается на нитку по схеме, потом вяжется. Долговечный. Да, можно передавать по наследству. Елена Подкорытова тоже представила огромный выбор украшений из бисера. Вот браслеты, чокеры. Буквально вот сегодня утром его по-быстрому собрала, а его сегодня же мне и купили. Ну и колье, всяческие кулоны, браслеты. Анжелика Коленченко с подругой забежали на ярмарку, замерзнув на пути домой, решив прикупить теплые носочки. Девочкам повезло, они их нашли. Она замерзла, говорит, носочки надо, а вот по магазинам не хочется ходить. Вот она решила сходить носочки посмотреть. Традиционно во время ярмарки проходила беспроигрышная лотерея. Все посетители получили подарок от рукодельниц. Меховой брелок, брелок. Около 200 уникальных работ представили в этот день местные умельцы в городском доме культуры, подтвердив тем самым еще раз, что Ленская земля богата мастерами с золотыми руками. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Но мы продолжаем готовиться к новогодним праздникам. Прямо сейчас готовы к небольшой новогодней магии. У вас дома точно есть коробка со старыми, уже не такими яркими новогодними игрушками. Выбрасывать жалко, а вешать на елку совсем не хочется. Стоп! Сегодня в рубрике «Полезные советы» мы покажем вам отличный лайфхак, как буквально с минимальными затратами обновить новогоднюю коллекцию. Золото, патина или дерзкий градиент. Выбирайте стиль, берите свои игрушки и повторяйте за нами. Сейчас мы будем делать с вами матовую елочную игрушку. Почему матовую? Потому что у нас бывают разные такие елочные игрушки. Есть блестящие, да? Есть такие глянцевые. Если нам не нравится глянцевая, мы переделаем. Ничего страшного. Да, то есть, может быть, у вас залежались, да, глянцы, вот особенно они же часто еще бывают так, быстро теряют
вот этот глянец, потому Да, что... смотрите, где-то- она уже какая-то уже протертая. Да, поцарапана, да. Мы можем дать вторую жизнь таким игрушкам, которые, казалось бы, уже нужно было утилизировать, да? Итак, это у нас акриловая краска. Прям берем и красим нашу игрушку. Несмотря на то, что у нас шар был серебряный, мы решили сделать его даже коричневым. Да, коричневым. А почему бы и нет, да? Да. Можно взять любой цвет, кстати. Акрил у нас очень быстро сохнет, поэтому быстренько красим. Красим и будем сверху сыпать соду. Вот он тот самый секретный ингредиент, да, который придаст нам матовость нашей игрушки, да, это простая пищевая сода. Итак, начинаем сыпать. То есть сода должна прилипнуть именно к краске, поэтому нужно торопиться, пока не высохла наша акриловая краска. Интересно, а подошла бы гуашь? Гуашь я, если честно, не пробовала, но можно, наверное, попробовать. Почему бы нет? Если что, можно просто наклеить. Да. Или помыть после, если не понравится. Да. Итак, давайте мы встряхнем. Вот здесь Ой, вот так. Да. Ой. Как будто прям снежная такая стала. Да. И фактура появилась, такой он прям бархатный-бархатный. И вот такая красота у нас получилась. Давайте мы украсим ленточкой. Весь исцарапанный полуглянцевый шар приобрел совершенно другой вид. Очень интересный совет, я думаю, что он всем будет полезен. Ну, а мы двигаемся далее. И хочется поговорить сегодня о прекрасных профессиях. Каждый раз, наблюдая за выступлением фигуристов, мы замираем от восторга. Безупречные прыжки, головокружительные поддержки, грация и артистизм. Но за этим сияющим успехом на льду стоит человек, которого зрители чаще всего не видят. Инженер человеческих возможностей, психолог, художник и стратег в одном лице. Сегодня в нашей рубрике «Выбор профессии» тренер по фигурному катанию. Мы узнаем, как создают чемпионов, из чего состоит обычный день наставника и какими качествами нужно обладать, чтобы вести своих учеников к пьедесталу. Фигурное катание меня привели с открытием у нас в Якутске Ледового дворца. Это был 96-й год. Сразу же с первых дней открытия я встала на этот лед, тренировалась до 13 лет. Потом уже с 17 лет стала тренировать. То есть одновременно получала образование, уже приступила к тренерской работе. И вот с тех пор, уже много-много лет, я тренирую. Тренер по фигурному катанию – это в первую очередь фанат. То есть если ты не фанатеешь своим видом деятельности, да, ничего, наверное, не получится. Потому что, конечно, это у нас тренировки и в 7 утра, это и до 11:30 ночи мы бываем, это постоянные сборы, постоянные командировки, то есть отрыв от семьи очень часто, то есть встает такой вопрос, что часто приходится быть где-то далеко от семьи, поэтому это, и работа с детьми, это всегда сложно, то есть каждый ребенок, он индивидуален, каждому нужно найти свой подход, это работа не с компьютером, не с техникой с какой-то, это живой человек. Поэтому, фанат. График работы абсолютно не нормированный. То есть у нас есть тренировки с 7 утра. Сейчас построили новый Ледовый дворец. Здесь мы работаем с 11 где-то до 4 вечера. Потом мы едем в волейбол-тур. Там тренировочки у нас с 7 вечера. И часто бывает до 11. Гордимся мы, конечно, каждым нашим воспитанником. Есть ребята, которые уезжают из Якутии, из Якутска, в частности, в каком-то определенном возрасте, переезжают в центральные города ради того, чтобы продолжить карьеру. Такими мы особенно гордимся. Почему? Потому что у нас до определенного уровня развиваться можно. То есть, примерно, наверное, до 2-го спортивного разряда. Дальше нужны, конечно, совсем другие условия, больше льда, чего у нас очень не хватает. Поэтому многие детки, даже скорее не детки, родители решаются на такой серьезный шаг. Мы с удовольствием следим за их дальнейшей карьерой. Очень радуемся их успехам в центральных городах. Какие сегодня стоят планы, задачи у Федерации фигурного катания нашей республики?
Планы и задачи у нас всегда одни: воспитать достойных деток, достойных спортсменов, чтобы представлять достойно наш регион на всех официальных стартах. Поэтому мы всегда стараемся работать на результат, чтобы у наших деток были хорошие результаты. В год 80-летия Победы и год защиты Отечества память и патриотизм особенно нуждаются в живом, искреннем языке. Таким языком становится творчество, литературно-музыкальная гостиная «Мы вместе». Это как раз способ создать пространство для душевного разговора поколений через силу слова и музыки. Сегодня у нас в гостях создатели этой гостиной Лена Ефремова, председатель комиссии Общественной палаты Якутии, и Антонина Титова, руководитель общественного объединения «Волонтеры Туймады». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вообще само слово «гостиная» уже навевает такое что-то доброе, хорошее, диалог. Да, как вам пришла вот такая интересная идея вот создать в таком формате объединение людей? Ну, надо сказать, что мы понимаем, что в год 80-летия Победы собрались единомышленники, вот в лице Антонины Степановны, в лице единомышленников, общественной организации «Волонтеры Победы» и Лига женщин города Якутска и наших партнеров непосредственно. Мы решили, что творчество – это тот язык, через который организуется такой действенный диалог. И когда мы можем через слова и при музыке, при сопровождении музыки, лирической музыки, выразить свои мысли, свое отношение и, самое главное, выразить свое единение всех нас, тех людей, которые таким образом выражают благодарность нашим победителям. Ну, мне кажется, прекрасная идея, хорошая реализация. А я хотела бы добавить, да, что вообще вот, цитируя слова классика, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. И именно через вот такие форматы, где декламируются стихи, звучит музыка, звучит хорошая душевная песня, можно вот душу заставить трудиться, переживать, плакать, радоваться. Вот так. Ну, волонтерское движение – это вообще вот именно людях, которые работают над собой, готовы поделиться своим теплом. Вот как вам, вы вовлекли в гостиную не только зрителей, но и самих участников? У нас вообще, мы всегда говорим о том, что в гостиной все, кто приходит, это те, кто вы можете выступить, вы и зрители, вы и выступающие. Поэтому вовлекать было несложно на самом деле. Примут участие ребята, которые ходят в творческие студии детско-подросткового центра. Примут участие ветераны, вокальные ансамбли ветеранов села Сардах, Тулыгина-Кильдянского наслега. Ну и сами волонтеры, поэтому есть и авторские, будут авторские выступления, поэтому здесь, ну и все это будет сопровождаться комментариями нашими, мы будем ведущими. Но уникальность еще заключается в том, что мы привлекаем семьи с детьми. То есть это не просто какие-то только образовательные учреждения, это непосредственно родители с детьми. Потому как приобщение вообще в целом к культуре, к искусству, оно начинается с семьи, к чтению. Угу. Ну, а как вообще будет вот гостиная, она будет раз проходить, да, в концертном варианте, а в дальнейшем как вы планируете развивать данное направление, чтобы была возможность превратить это в такую добрую традицию? Ну, вообще, мы думаем, что это долгоиграющий проект. Да, и вот я педагог детско-подросткового центра города Якутска, и у нас есть проект, который называется «Ярситим». И вместе с Национальной библиотекой мы такие гостиные проводим. В этот раз мы решили его провести уже, ну, может быть, чуть пошире, с волонтерами, с общественными организациями. Ну, тема всегда найдется для такой гостиной, чтобы поговорить, поплакать, порадоваться. Ну, я знаю, что программа включает в себя не только выступление, но и мастер-класс, да, по изготовлению якутского оберега тулук, символа мира, добра и защиты. Вот расскажите, что это за оберег, он у нас здесь представлен очень интересный. Да, мы вот взяли с собой некоторые. Покажем. Да, это тулуки, которые изготовили дети
И мы вместе с детьми, со взрослыми на разных мероприятиях проводим вот такие мастер-классы. Ну, а сам тулук — это вот такая птичка маленькая, пуночка, которая прилетает к нам весной. И почему именно тулук? Потому что вот это такой символ, знаете, они никогда не летают в одиночку, и они всегда живут стайками. И я говорю, помогая и поддерживая друг друга. Ну, собственно, все как в человеческой жизни. И это оберег, потому что раньше у якутов было такое поверье, чтобы сохранить ребенку жизнь, давали имя тулук, чтобы путать обага. Вот. Скажите, вот как присоединиться к вашим таким творческим проектам? Что для этого нужно сделать? Ну, найти нас. Мы, в принципе, есть информация и в различных пабликах. Мы есть в Максе, в Телеграме. Вот. Ну, принять участие в самом мероприятии. Во-первых, да. Да, кстати, 28 числа мы проводим мероприятие, литературно-музыкальную композицию, в рамках которых пройдет еще и акция «Древо жизни». Это очень такая, знаете, жизнеутверждающая акция, объединяющая. И задумка заключается в том, что в ней будут участвовать не только наши якутяне, но и в целом другие регионы нашей страны. Тогда 28 декабря можно присоединиться где? В 12 часов открылся новый замечательный молодежный центр «Патриот» на 202-м микрорайоне. Очень красивый, современный. Вот в 12 часов мы всех там ждем. Спасибо большое, что пришли. Я думаю, что многие заинтересовались. Мы, вот знаете, во-первых, мы хотели сказать огромное спасибо за приглашение и поздравить коллектив НВК «Саха». Ну, а вас, Вероника, лично, это открытка, елочное украшение. Очень надеемся, что ваша елочка домашняя украсится нашим. Спасибо большое. Спасибо, обязательно повесим. Спасибо большое, до новых встреч. Ну, дорогие друзья, далее переходим к новостям. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Работодатели обнаружили у россиян массовую некомпетентность. По данным HeadHunter, с дефицитом профессиональных навыков у работников столкнулись 93% компаний. При этом почти половина организаций считают, что решением проблемы может стать корпоративное обучение и программы менторства. На этом фоне работодатели увеличили долю вакансий для соискателей с опытом работы до 3 лет или вообще без опыта. Отмечается, что в этом году российские работодатели стали чаще искать кандидатов, умеющих работать с нейросетями. Опрос показал, что наиболее дефицитными профессиями в 2025-м стали дворники и врачи, а самыми востребованными – повара и кассиры. Мировой судья Нерюнгринского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего кемеровчанина, прибывшего в город Нерюнгле для работы на угледобывающем предприятии. Он признан виновным в совершении преступления покушения на дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Судом установлено, что в июле этого года мужчина, следуя домой, находясь в аэропорту, распивал спиртные напитки, вел себя грубо и выражался нецензурной бранью в досмотровой зоне аэропорта Нерюнгри. Из-за противоправного поведения авиакомпания отказала ему в перелете и вернула багаж. Сотрудниками линейного отдела полиции правонарушитель был доставлен в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении мелкое хулиганство. Обвиняемый предложил сотруднику полиции 5000 рублей и попросил не привлекать его к административной ответственности. Полицейский от взятки отказался и задержал мужчину. С учетом позиции государственного обвинителя Нерюнгринской транспортной прокуратуры мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор не обжалован, вступил в законную силу и исполнен.
В детской балетной школе прошла презентация книги, посвященная 101-летию первой якутской балерины и педагогу Аксении Посельской. Книга была издана еще в августе тиражом в 100 экземпляров. Она состоит из 3 частей, включает материалы о творческой деятельности, жизненном пути и профессиональном становлении балерины. В издание также вошли воспоминания ее родственников, учеников и земляков. Отдельной особенностью издания стали QR-коды, с помощью которых читатели могут познакомиться с дополнительными материалами, связанными с ее творчеством. На презентации со своим стихотворением, посвященным балерине, выступила народная писательница Наталья Михалева-Сая. На основе этого вышла песня и видеоклип с участием семьи и учеников Посельской. Книга очень содержательная, качественная. И мы, как вот упомянули выше, планируем, чтобы вот эта книга была настольной книгой молодых руководителей, которые вот хотят воплотить свои проекты в жизнь, как наша вот Аксения Васильевна. И, конечно же, эта книга должна быть в каждой библиотеке сельских школ, школьных библиотек. В преддверии Нового года в Госдуме предложили пересмотреть отношение к детскому шампанскому. Депутаты считают, что напитки, которые внешне копируют алкоголь, не должны продаваться несовершеннолетним, а само слово «детский» вводит в заблуждение. По мнению парламентариев, такая продукция может формировать у ребенка привычку к спиртному еще до совершеннолетия. Ранее социологи сообщали, что почти треть россиян покупают такие напитки детям к новогоднему столу. При этом законодатели продолжат обсуждать разные меры, связанные с регулированием алкогольного рынка. От профилактики зависимости до возможных ограничений на продвижение спиртного. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». До встречи в эфире. Всем хорошего дня и до завтра!